мои, добрый вечер, все эти слушают. С вами снова Лева. Так, у меня было в комментариях показать тесто, хотя оно у меня есть, но раз у вас есть такое желание, я хочу вам показать это тесто. И это тесто, друзья, для всего, и для пышек, и для этих пирожков, тоже или с картошкой, с творогом, и для чапли с начинкой, тоже для лепешек с начинкой, и для лепешек без ничего, которые я делаю. Так что это обычно все переспрашивают, это тесто для всего этого. Сегодня у нас четверг, мои дорогие. Каждый четверг мы даем садаку, милость такую, ну, с наших умерших, как бы, чтобы облегчить им жизнь на том свете, получается, наверное, так. И каждый четверг мы вот в основном, конечно, делают лепешки, делают халву, раздают. Ну и не обязательно это раздается и другое. Можно хоть что мы обычно, сладости, фрукты, любое варенье, что бы там ни было, по нашему желанию, каждый четверг до захода солнца мы делаем вот такую вот садаку. Так, сегодня меня снимает оператор и показывает мне, что у меня там грязно. Я так быстро спешила. Потому что, как я сказала, до захода солнца нужно отдать садаку. Так, и хочу заодно, захотела сегодня, вот вспомнила, что и решила сделать лепешки. И специально, друзья, у меня есть сыворотка, которую я поставила специально на запас, даже 20 литров. Но специально для вас послала сына купить кефир, чтобы показать именно, как это делается на кефире. Потому что сыворотки, не у всех сыворотка есть, если вот так редко у кого может быть, тем более, кто не держит скотину, тем более ее нет. Так что покажу на кефире. Как бы мастер-класс будет сегодня, но только не смейтесь надо мной, те, кто хорошо делает лепешки. Так, значит, тут не литр, 900 грамм. Вот тот раз я покупала, я еще один ролик сняла, но не смогла его запустить. Там было 950. Так, ладно, я как всегда руками, потому что руками привыкла. Для вас скажу. Столовая ложка соли без горки. И чайная ложка соды с горкой уже. И никакого яйца, ничего. Меня переспрашивали, добавляется ли яйцо. Нет, никакого яйца. Немножечко вот так вот погасим соду. И не греешь, да? А? И не греешь, да? Нет, не грею, конечно. Ни в коем случае. Ни сыворотку, ни кефир, ничего я не грею. Если даже оно с мороза, с холода. Ну, конечно, если там лед, то лед надо растопить. Так, ты близко показываешь, чтобы было видно? Главное, я такой ролик сняла, но не получилось у меня его запустить. И, друзья, суть того, что вот, когда замешиваешь тесто, нельзя сразу много муки забирать. Вот так вот понемножечку, потихонечку надо замешивать тесто. Если сразу забрать много муки и сделать слишком крутое тесто, то, конечно, лепешки будут твердыми. Они должны быть мягкие, а пирожки и пышки без ничего просто пышными. И писали мне еще, что почему темнеет тесто, у кого-то там, да, я сказала, что тесто темнеет, но чтобы оно не темнело, нужно постараться, чтобы воздух все-таки попадал к тесту поменьше. Более плотно крышкой закрыть тесто, и оно не должно темнеть хотя бы сутки. Потом, конечно, оно будет, чем больше стоит, тем больше будет темнеть. Вот видите? Ну, а из-за того, что оно потемнело, ничего страшного, просто немножечко перемесите его, без муки только. Потому что много муки в этом тесте не нужно. Консистенция теста должна получиться как у дрожжевого теста. Мягкое, не очень крутое дрожжевое тесто. Вот так вот примерно. И вот так вот не спеша нужно забирать муку. Не знаю, как показывает мой оператор. Сегодня у меня дочка в операторах. Аишку уложили спать. Вчера ничего не снимала, вчера резала, опять говорю резала, мы резали гусей, режет у меня Ибрагимир, конечно, чистила 6 гусей, ничего не успела снять.
Разве не 10? А? Только 6? Нет, 6. 6. Хотела сегодня еще, но что-то я разленилась. И, друзья, сегодня день такой, я не знаю, сегодня успею выложить или нет ролик. 21 год и 21 век, получается, да? Представляете, какое число сегодня? Наверное, кто в приметы верит, нужно загадать желание, да? Но я в это не верю просто. Да, я когда-то, друзья, верила в примету, хотя мой сын всегда говорил: мама, как ты можешь этому верить? Если я увижу пустое ведро, мне казалось, что у меня никогда не бывает, вот куда-то я иду, то если я увижу пустое ведро, то у меня не будет дороги, иногда даже возвращалась. Вот один мой сын постоянно возмущался: мама, как ты можешь этому верить? Это же суеверие. Я долгое время этому верила, друзья. Но потом, когда перестала это замечать и перестала даже вот в действительности как-то, ну, просто так оставила это дело, и никакое ведро, ничего действительно мне не мешало. Оказывается, действительно это суеверие. Внушение. А? Внушение больше. Ну да. Вот так вот, друзья, замешивается тесто. Видите, оно мягкое, очень мягкое. Главное не торопиться. А когда я... Чашку надо смазать обильно с растительным маслом, оно не мешает. Наоборот, немножко даже хорошо. Если вам нужно тесто сразу, учтите, что кефирное тесто, из кефирного теста сразу что-то сделать, это очень трудно даже опытному человеку, потому что оно рвется, именно кефирное, пока немножко не полежит. Из сыворотки, которая сделана тесто, оно намного легче. Из него делать намного легче. Но просто из сыворотки с тестом работать легче, но вкуснее на кефире, учтите. Мягче получается хоть что на кефире. И чтобы вот, если вдруг надо сразу, чтобы некогда, ну, нет времени, чтобы оно лежало, немножко добавьте растительное масло, даже вот столовую ложку туда налейте в чашку, в которую вы положите тесто, и просто вымесите его в нем. И все. Вот лишний раз месить это тесто тоже не надо. Вот смотрите, какое оно. Оно прилипает к рукам. Оно и должно быть так. Потому что когда мы будем делать лепешки, все равно мы будем их делать в муке. Все, оно готово. Вот смотрите, вот так вот вы перемнете немножко в масле. И в принципе можно уже из него делать что-то. Хоть пирожки, хоть что, хоть лепешки. Но бывает вкуснее, ну да, не вкуснее, ну в принципе вкус, конечно, не поменяется, но удобнее и красивее будет, если... Что это такое? Может, масло. Оно постоит немножко. Минут 15-20 хотя бы. Но если постоит час, еще лучше. Так, это тесто я только что замесила. У меня есть немножко замешанное, из него я сейчас быстро сделаю лепешку. Это я замешала специально, чтобы показать вам. Сейчас почищу руки и буду делать лепешки. И именно вы просили, чтобы я их сделала с картошкой. Картофельное пюре тоже я сделала. И теперь буду делать лепешки. Но я быстро покажу вам 2-3 лепешки, потому что время меня поджимает. Мне нужно быстрее сделать и отдать. Ну вот как-то так, друзья. Все. Так, друзья, и вот я говорила вам, что у меня тесто есть еще в холодильнике. Пока я сделаю из него. И сегодня четверг. Мне еще прислали, вы удивитесь, сколько чего. Я сама сначала очень удивилась. Сейчас быстро раздам свое, а потом вам еще сделаю распаковку и покажу, что мне самой прислали. Я, конечно, была удивлена. Так. У меня везде бардак. Это дочка с дочкой, да, получается? Внучка с дочкой спали, только проснулись, пришли. Поэтому после обеда убиралась я сама тут.
Все помыла. Ну, как видите, не расставила. Ты там брала камерой? Косынка развязалась. У меня всегда все вот так вот на бегу, на ходу, на лету. Все, что ты говоришь, на камеру не снимается, кроме голой руки. Я ее опущу, мне будет неудобно. Меня простят. На том свете, я надеюсь, что рука моя видна, да? И Дашка тоже постоянно делает замечания. Так, вот, друзья, с картошкой. Ой, подожди. Следующее надо поближе Что показать. Ты вообще-то людей учишь, а не мастер-класс показываешь. Ну вот именно я мастер-класс показываю, а спешу, да? Я же говорю, у меня всегда бывает 2 в 1, быстро. Еще масло не поставили топить. Конечно, с картошкой чуть-чуть сложнее лепить лепешку, чем с творогом. Оно нежнее получается. Что бы ты там с ним не делал. Так, чтобы я не молчала, отвечу еще на вопрос, раз еще из-за рукава мы сказали. Так, у меня был вопрос, что я с младшей дочкой ношу хиджаб, а старшая не носит. Почему? Друзья, это решение каждого человека индивидуально. Мы тоже не носили хиджаб, ни младшая дочка, ни я. По-моему, недельки на 2 раньше одела ты, да? На 2 недели позже одела я. Причем я одела настолько спонтанно, Что даже я удивилась. что даже Мадина удивилась. Да. Так, друзья, сегодня надо будет вам закрыть глаза, потому что плиту я не мыла. Это я сварила гуся, у меня подлива. Но сегодня вот просто показываю вам лепешку. Плиту мыть не стала, потому что уже в действительности вечереет, и я не успею вовремя раздать. Дело в том, что я не носила хиджаб. Давай. И пришла на работу, отработала целый день, вроде бы ничего, даже не было и в мысли, ни про хиджаб, ни про что. Действительно, это, наверное, как-то мне Всевышний прозрение какое-то сделал. Вечером, собираясь домой, мы что-то разговорились, вернее, с девочками по работе, ну, о хиджабе, о смерти, о том, о сём, короче, все вместе. И так у нас вот вышло, что я как-то сказала с девчонкам своим, со мной, которые работали, мне не идет хиджаб, но я бы его одела. Хотя я всегда это и дома говорила. Вот. Оператор. Ну ничего, будет простительно, что ты не такой крутой оператор. Ну и там, девочки, мне и сын говорил, мама, хиджаб же одевается не для того, чтобы он шел или не шел, ты же должна его. Но никто, никого у нас, друзья, не заставляет его одевать. Опять-таки вам скажу. В косынке я была после замужества всегда, в полной косынке. Никогда волос мой виден не был. В длинном платье. Рукава, правда, 3/4 носила, но короткое не носила совсем. Ну и я там девочкам тоже сказала, я бы одела их, я уже сказала, что я готова одевать хиджаб, но вот из-за того, что он мне не идет, я не хочу его. И девочки тоже мне сказали, девочки, женщины, которые со мной работали, а хиджаб же, правда, они тоже были без хиджаба. Хиджаб же, они мне сказали, одевается не для того, чтобы тебе он шел, а для того, что нужно. Как-то я не знаю. Я сказала, я бы одела его в действительности, даже сегодня. И девочки мне говорят, одевай. Я говорю, у меня нет ни шапочки, под хиджабника, ничего. И вторая девчонка сказала, я сейчас пойду и куплю. Побежала, купила мне под хиджабник. И вот мне побежала моя девчонка, подружка, купила мне под хиджабник. И я уходила вечером
уходила на работу без хиджаба, пришла с работы в хиджабе. И вот уже 2-й год я в хиджабе. Вот так вот история нашего хиджаба. Друзья, не знаю, как некоторым нравится, что я хиджаб ношу, некоторым нет. Но потихоньку привыкаю. И говорили, трудно ли? Не буду врать и лукавить, первое время было трудно, да. Но по идее сейчас я его дома не ношу по-любому. Потому что у меня никого нет, чтобы там мужчин никого нет, чтобы мне мешало его носить. При чужих мужчинах мне нельзя ходить без хиджаба, при своих сыновьях можно. Поэтому в основном я дома без хиджаба, просто в косынке. Но без косынки, вообще без косынки, даже перед сном не могу ее, буквально вот не снимаю практически, потому что я привыкла. Вообще без головного убора ходить просто не могу. Не знаю, насколько это, но не могу. Я соберу быстренько хотя бы 6 лепешек, наверное, и раздам, а потом спокойно мы будем с вами делать распаковку. Так, друзья, вот сделала 6 лепешек быстро, сейчас все намажу и раздам, а потом спокойно будем уже для нас что-то делать. И вообще-то мне распаковку надо показать, просто я хочу быстрее, пока не прозвучал азан на намаз. Так, ну вот, друзья, вот так вот я запакую и отдадим соседям нашим. Это сейчас тоже запакую, пока отправлю быстренько. Первый пошел, как говорится. И вот так вот мы обычно делаем садаку с нашим близким, которых уже с нами нет. И надеюсь, Всевышний примет садаку и облегчит ихнюю жизнь на том свете, как говорится. Я даже не знаю точно, как сказать это на русском, но надеюсь на это. Друзья, вот хочу показать мое удивление. Вот такую вот садаку прислала сегодня моя подписчица аж с Германии. Ну, вы, наверное, многие мои подписчики знаете, я еще не позавчера, по-моему, делала рекламу, я еще выпечку не поставила, а делала ей рекламу, не ей, а ее сыну, Саид Аздоев. Это его мама. И вот они сегодня мне звонят, буквально часа полтора тому назад, наверное, звонят, и говорят, у нас доставка с Германии, вы в курсе? Я говорю, не знаю. Не, они звонят, а компания. Ну, доставка, да, компания звонит, что вот у нас доставка с Германии для вас каких-то, ну, продуктов. Я говорю, я говорю, какая доставка, чего? Ну, и они называют продукты. Я говорю, я не знаю, я не в курсе. И потом я говорю, откуда кто доставил? Она говорит, с Германии. И потом я, в принципе, понемножку поняла, что это. Ну, не знаю, конечно, была немножко сначала ошарашена. А вот так, короче говоря, вот смотрите, вот эти 2 коробки выпечки, 3 пакета манки, фасоль 3 пакета, 3 пакета этих макарон, которыми играет Аишка, 3 пакета риса, 3 пакета гречки, 3 пачки чая, 10 килограмм сахара, 10 килограмм муки, упаковка минеральной воды, 6 бутылок. Вот я не знаю здесь сколько, огурцы, помидоры, по-моему, я не сказала, да? Сейчас, Аишка, сейчас. У нас Аишка большая любительница огурцов свежих. Морковка, ну я тут не знаю, ну килограмм 5, наверное. Также лука и 10 килограмм картошки. Конечно, садаку, говорят, нужно давать скрыто, чтобы даже правая рука давала, левая не видела. Но тем не менее, мне просто захотелось это показать. Раз сегодня так получилось, у меня и лепешки были, чтобы показать, что в четверг вот так вот мы даем садаку. И большое-большое ей спасибо. Фатима дал обуса долтха, дал мяна долтха, шей мал бейнерштир, айхмалля хачатир, сарак сатаса, малдуа душун, синтир, дал шей обуса долтши, диавряс хулшан, барха хулшан. Ну, я просто сказала на своем, чтобы эта садака дошла, милость это до их, ну, за кого бы они хотели дать эту милость. И вот такой вот перевод небольшой. Вот большое-большое им спасибо. Большое спасибо вам, друзья, за подписки, за лайки, за ваши комментарии. Комментарии, конечно, очень хорошие. Я даже иногда и думаю, они хоть обо мне пишут там или нет, потому что не настолько бывает. Вот, друзья, здоровья вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так.